В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Сложная обстановка сохраняется на реке Тати. Уровни воды снижаются медленно. Озвучим последние данные. Прекрасная возможность начать собственное дело или найти работу. Для этого участники спецоперации могут заключить соцконтракт. Покажем реальный пример. Получить помощь здесь и сейчас. Якутская глазная больница тесно сотрудничает с ведущими федеральными медучреждениями. Куратор медучреждения проверяет уровень местных хирургов. Профессионализм, качество и новое архитектурное решение. Якутские архитекторы получили главный приз Дальневосточного фестиваля за проект креативного кластера «Квартал труда». Парад дирижеров. Артисты Государственного концертного оркестра Якутии вернулись из Белгорода, где приняли участие во всероссийском музыкальном марафоне. С дирижерами Алдана встретился наш корреспондент. Сложная обстановка сохраняется на реке Тати. Уровни воды снижаются медленно. Гидротехническое сооружение и сделанный из подручных материалов автоводосброс в селе Кыйи продолжает регулировать воду, защищая от затопления села Черкех, Боробол и Тыкёль. Кроме этого, ситуация стабилизировалась в селе Тыкёль, где на днях была превышена критическая отметка. Проран, сделанный между 294 и 95 километрами Колымской трассы, помог снижению уровня воды. Вода стала быстрее уходить из реки Таты в реку Алдан. Креативный потенциал Якутии представили на форуме «Российская креативная неделя. Дальний Восток», который стартовал во Владивостоке. В презентации принял участие глава республики Айсан Николаев. Якутия первой в России разработала региональный нормативно-правовой акт в этой сфере – концепцию развития креативной экономики до 2025 года. Создан Институт развития креативной экономики, Корпорация развития Якутии. Креативный кластер «Квартал труда» стал первой площадкой территории опережающего развития в России для креативных индустрий. Как отметил Айсан Николаев, IT-отрасль в регионе стала мощным социальным лифтом. Тем временем в парламенте Якутии провели публичное слушание об исполнении бюджета республики. С докладом выступал министр финансов Валерий Жандоров. Он сообщил, что бюджет республики в прошлом году уточнялся 4 раза. Объем поступивших доходов за год достиг в сумме почти 320 миллиардов рублей. Кассовое исполнение расходов достигло порядка 330 миллиардов. Таким образом, дефицит бюджета составил 10 миллиардов рублей. На реализацию нацпроектов в прошлом году было предусмотрено 70 миллиардов, введено 584 тысячи квадратных метров жилья. На Дальнем Востоке по вводу жилья Якутия занимает 2-е место после Приморья. Если раньше все-таки у народных депутатов, членов комитета всегда возникали вопросы, почему вот по тем или иным государственным программам исполнения порядка 60-70%, сегодня эти вопросы практически не прозвучали, потому что исполнение бюджета практически более, около 100%, даже с перевыполнением идет. Поэтому, надо сказать, ГРБС наше министерство сегодня мобилизовались, и качество исполнения сегодня очень достойное. Поэтому мы отметили о том, что бюджет абсолютно достойный 2022 год при тех условиях, при которых мы его прожили. Участники специальной военной операции могут создать личное подсобное хозяйство, заниматься предпринимательской деятельностью, найти работу, а также получить помощь в трудной жизненной ситуации. Для этого необходимо заключить соцконтракт. Далее мы расскажем о многодетной семье, которая успешно воспользовалась этой мерой поддержки. Первые успехи в хозяйстве. Небольшое, но важное событие для семьи Микулич произошло буквально вчера. Курица снесла первое яйцо. Дети рады, дети вообще животных любят всех, а птичек так тем более. Петушка у нас зовут Гриша. Вылез наш красивый петух. Вылез. Да. Нет, не лезь обратно. Он домашний. Он домашний. Сразу разница огромная. Откуда привели? Его с Сайсар. Домашний красавец Гриша и 8 куриц, которых семья приобрела в якутской птицефабрике. Курицы пока исхудалые, частично без оперения. Вся семья особенно о них заботится. Рацион только витаминизированный комбикорм и постепенное включение разнообразного прикорма. Спрашивала тоже, отрастут ли у них.
сказали, что скорее всего отрастут. Завести подсобное хозяйство стало возможным за счет соцконтракта. В прошлом году глава семейства Андрей Микулич добровольно принимал участие в специальной военной операции в рядах отряда «Барс-1». Вернулся в конце прошлого года. Сейчас работает в пожарной части Якутска. Заявку на соцконтракт удовлетворили быстро, так как заявители из числа участников СВО рассматривают в приоритетном порядке. На закупку птиц, корма и сооружение специальных вольеров семье выделили 250 тысяч рублей. Совсем скоро в хозяйстве появятся еще индюки и свой инкубатор. Хочется, чтобы дети-то свое ели, чтобы и молочко было, и яичко вот это вот, которое можно сырое разбил, гоголь-моголь так называемый, да, с хлебушком сделал, и практически на целый день сытый. Но поэтому как-то хочется, чтобы дети кушали настоящее. На этом семья не останавливается. Сейчас они проживают в трехкомнатной квартире в деревянном доме. Благоустройство в виде водоснабжения и слива глава семейства соорудил своими руками. В скором будущем планируется построить частный дом и разводить большое хозяйство. В планах-то, конечно, хотелось бы и коровку еще завести, и хотя бы пару поросят. Это было бы вообще чудесно. Козочки тоже хорошие. Задача социального контракта – улучшение качества жизни путем самообеспечения. Воспользоваться такой мерой могут малоимущие семьи и безработные. Помимо организации личного подсобного хозяйства, граждане могут пройти переобучение или открыть бизнес. Марферина Алексеева, Екатерина Амосова, Джулустан Накентьев, Якутск. Традиционно после сезона откачки луж в Якутске встает вопрос уборки пыли с дорог и тротуаров. С наступлением тепла уборка ведется в усиленном режиме, ведь в этот период главное убрать улицы не только от текущей пыли и мусора, но также и от остатков отсева, которые использовали зимой против гололеда. Сегодня на улицы города выходят не только дворники, но и самая современная уборочная техника. Убираем с тротуаров, общественных пространств. Всего у нас в ночное время работают 6 подметальных единиц Якутдорстрой, это Бродвей и Сканди пылесосы. В дневное время у нас работает 5 единиц с Бродвеев и Сканди. Дополнительно работает маленький пылесос Джонстон, а также большой пылесос Джонстон на базе КАМАЗа, который мы приобрели в прошлом году. Порядка 70-80 дорожных рабочих по линии Якутдорстрой и дворники, значит, территориальных округов управления. Получить помощь здесь и сейчас в рамках подписанной в прошлом году программы развития офтальмологической помощи населению Якутии глазная больница ежегодно развивается и пополняет материально-техническую базу. Куратором якутского медучреждения по линии научного центра микрохирургии глаза является Олеся Писаревская. Она посетила больницу в 3-й раз. Какую оценку получили якутские хирурги, расскажет Валерия Наумова. Республиканская офтальмология тесно сотрудничает с ведущими федеральными медучреждениями. Олеся Писаревская приезжает в Якутию уже в 3-й раз. Как отмечает специалист, с каждым годом больница становится все лучше. Такую оценку удалось достичь благодаря высокому уровню подготовки и готовности к покорению новых профессиональных вершин. Надо отметить, что с каждым годом больница становится все интереснее и интереснее. И не только внешне, да, но и благодаря новому оборудованию. Пример тому, конечно, покупка нового лазера Визумакса компании Carl Zeiss, немецкий лазер, который является, я считаю, в настоящий момент самым лучшим фемтосекундным лазером. И как бы рефракционные технологии не развивались, в настоящий момент лучшего пока не придумано. Любовь Дьяконова с подросткового возраста имеет диагноз миопия. Долгое время испытывала дискомфорт, из-за этого на постоянной основе носила очки и линзы. В январе она обратилась в больницу и записалась на операцию. В целом, данная процедура в среднем занимает 15-20 минут и выписывает пациентов в тот же день. Со своей миопией, получается, наблюдала с вывесками, то, что я ничего не вижу. Было интересно, как после операции будут, какие мои ощущения. И сразу же после операции сразу же видела текст, сразу смотрела вот в окна, на вывески, сразу чувствуется результат.
На сегодняшний день пациентам делают коррекцию зрения с помощью аппарата, который поступил в больницу в апреле. Его покупка состоялась в рамках подписанной в прошлом году программы «Развитие офтальмологической помощи населению Якутии на 2022-2024 годы». В рамках данной программы предусмотрен ряд направлений. Это и оснащение высокотехнологичным медицинским оборудованием. И сегодня вы стали свидетелями о том, как это высокотехнологичное медицинское оборудование работает в нашем учреждении. Операции проводятся мастер-классы. Второе направление – это образовательные направления, в рамках которого проводится обучение наших врачей в ведущих центрах нашей страны. Мы проводим здесь в больнице уже более 90% тех операций, которые проводятся в мире. Кроме этого, в распоряжении учреждения был получен единственный в республике передвижной офтальмологический комплекс. За полгода своей работы выездная бригада посетила 13 районов Якутии, в том числе и арктические. Вся проделанная работа отвечает той задаче, которую поставил глава и Минздрав республики по доступности медицинской помощи для всех жителей региона. Получить высококвалифицированную и доступную помощь можно, не выезжая за пределы родной республики. Валерия Наумова, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Год назад появилась услуга, благодаря которой можно зарегистрировать рождение ребенка без посещения родителями органа ЗАГС. В роддоме маме предлагают оформить медицинское свидетельство в электронном виде. Оно поступает в личный кабинет на портале госуслуг. Родители подтверждают сведения, выбирают имя ребенку и орган ЗАГС, где и регистрируют рождение без личного присутствия родителей. Гербовое свидетельство о рождении при желании можно получить позже. В этом году в Нерюнгринском районе зарегистрировали 204 записи актов о рождении. Через портал госуслуги 79 и посредством суперсервиса получено 25 свидетельств о рождении. Когда выбирают электронный формат, допустим, родители, состоящие в браке, мамочка отправляет согласие отцу, чтобы он все проверил, заверил, дал свое согласие на оформление в дальнейшем в органах ЗАГС. Результатом данной процедуры может быть как получение свидетельства на бумажном носителе, так и в электронном формате. В этом году профессиональный праздник День социального работника отметят 8 июня. Его проведут в год 105-летия соцслужбы России. Напомним, с 1 января за всеми видами полагающейся соцподдержки люди обращаются в Социальный фонд России, созданный из Пенсионного фонда и соцстрахования. Одна из главных целей Социального фонда России – своевременная выплата пенсии, повышение качеств жизни пожилых людей, создание условий для активной жизни в обществе и комфортное получение государственных услуг. Миссия социального фонда – заботиться о благополучии каждого человека, реализовывать социальную политику государства, обеспечивать простоту и удобство получения граждан мер социальной поддержки на основе современных технологий. За каждым словом миссии стоит специалист, выполняющий весь комплекс мер в соответствии со своими компетенциями. Работать во благо человека. Для нас это первичная задача. Я думаю, что мы с этой задачей будем справляться. Якутские архитекторы получили главный приз Дальневосточного фестиваля ДВ «Зодчество» за проект креативного кластера «Квартал труда». Столь высокой наградой якутян отметили за профессионализм, качество и новые архитектурные решения. Подробнее в сюжете Александра Хавренко. На крупнейшем дальневосточном фестивале архитектуры ДВ «Зодчество» работы якутских архитекторов произвели фурор, и 7 из 8 представленных работ были отмечены дипломами, 5 золотых и по 1 серебряному и бронзовому. Но самое главное, архитектурное агентство «База-14» с проектом реконструкции здания под креативный кластер «Квартал труда» получили гран-при фестиваля. Гран-при ДВ «Зодчество» вручается не каждый год. С 2013 года приз вручали лишь 4 раза, и якутские архитекторы стали 5-ми, кто был отмечен высокой наградой. В 2014 году получили наши коллеги, институт «Якут-проект», за проект аэропорта города Якутске. И вот второй гран-при в этом году получили по объекту «Креативный кластер». Эта награда является значимой в области архитектуры, тем более для нашей якутской архитектуры. Архитектурное агентство «Бюро-14» работает с 2015 года, и «Квартал труда» стал для компании крупнейшим объектом. Реконструкции всегда очень сложные, потому что это двойная работа. Это не с нуля проектировать, а с учетом старой конструкции, с учетом назначения было мясокомбинат, а его надо переделывать на офисное здание, грубо говоря, многофункциональное здание. Поэтому
И как раз-таки еще вот нормы же меняются каждый год. Из-за этого старые вот эти все лестницы мы убрали, потому что они не проходили по нормативкам. Сделали как бы все новые. Победа якутских архитекторов на крупном фестивале – еще один показатель того, что в Якутии живут и работают молодые и креативные люди, которые готовы работать над тем, чтобы столица и вся республика приобретали новый современный облик. Александр Хавренко, Семен Афанасьев, Якутск. В ученом зале СВФУ прошел круглый стол на тему содействия в трудоустройстве выпускников с особыми образовательными потребностями. Напомним, в университете учатся 176 студентов с ограниченными возможностями здоровья. В этом году выпускаются 28 ребят. Инклюзивный центр провел переговоры с работодателями и устроил на работу всех выпускников. Такое мероприятие провели уже в 13-й раз. И вот в этом году у нас более расширенный республиканский стол проводится. Мы пригласили наших соседей. Это Дальневосточный федеральный университет и Тихоокеанский государственный университет. Это город Хабаровск. Вот сегодня будут, значит, представители всех министерств социального блока выступать. Наши партнеры – это руководители общественных организаций, Комитет государственной занятости, Центр занятости. И вот будет такой круглый стол именно по поддержке наших студентов, чтобы они находили успешно свою работу. Всего 2700 бойцов студенческих отрядов планируют трудоустроить в республике в текущем году. Так, 1000 студентов будут работать в стройотрядах по благоустройству, восстановлению и проведению общестроительных работ в районах. 300 бойцов сельскохозяйственного направления планируют направить на рыбообработку, кормозаготовку, сбор сельхозпродукции и озеленение. 100 бойцов студотрядов привлекут на сервисное обслуживание. 200 вожатых отработают в детских лагерях. Планируют охватить 600 школьников движением трудовых отрядов подростков. Ну а в Мирнинском районе школьникам организуют увлекательный и разнообразный летний отдых. Планируют охватить летом примерно 2500 школьников. Они смогут выбрать одну из 17 площадок, которые созданы при образовательных учреждениях. Летняя программа разноплановая. Она включает в себя как профильные лагеря, так и основанные на дневном отдыхе. Особое внимание уделят организации отдыха и оздоровления детей военнослужащих, участников спецоперации. Им предоставят на выбор лагеря, в том числе за пределами района. В этом году мы будем работать в 3 смены. Открытие первой смены начнется с 5 июня. Лагеря с дневным пребыванием у нас будут работать в 2 режимах. Первый режим – это лагерь дневного пребывания с двухразовым питанием. И также будет организована работа 5 лагерей с дневным пребыванием с продленным режимом пребывания детей. В этом году будет работать загородный оздоровительный лагерь «Орленок» в 3 сезона. Там отдохнет 672 ребенка. И будет работать военно-полевой лагерь «Честь имею». В течение месяца Национальная библиотека Республики организует разного рода мероприятия, посвященные Российскому дню библиотек. 27 мая состоится одно из главных культурных событий страны. В 12-й раз пройдет «Библионочь». Главной темой этого года станет любовь к книге. Именно поэтому акция стартует под слоганом «Читаем вместе». Данный фестиваль собрал вокруг себя все библиотечные сети городов и сел нашей республики. Ну а в Национальной библиотеке «Библионочь» стартует завтра. В основном корпусе, отделе периодических изданий и книгохранилища, где усилиями сотрудников организована площадка в стиле питерского арт-кафе Серебряного века «Подвал бродячей собаки». Пройдут встречи, концерт живой музыки студентов, мастер-классы и конкурсы. Все мероприятия стартуют завтра в 14 часов. Также пройдет мастер-класс от нашего литературоведа, писателя-фантаста Максима Эверстова. Но также будут различные другие формы мероприятий, такие как гадание на Таро, например. Да. Это у нас вообще книгохранилище, но в рамках ремонта, так как у нас сейчас ремонт, книги вывезены, они складированы, находятся в другом месте. Соответственно, мы немножечко придумали так, чтобы здесь провести, отвели под арт-пространство.
Ленск – дивный уголок Якутии с необыкновенной природой, богатым животным миром, невероятной флорой и фауной. В этом году город празднует несколько юбилейных дат. Это юбилей старейшего поселка Мухтуя, а также юбилей самого города Ленска. Как идет подготовка к празднованию, узнаем в сюжете. 2023 год для города Ленска является событийным. История города на берегу Великой Сибирской реки со звучным названием Ленск уходит своими корнями в седую древность. В этом году ленчане отмечают 280-летний юбилей поселка Мухтуя и 60-летие со дня основания города Ленска. За этот период город возрос. Город поменялся кардинально. У нас огромный красивый теперь есть микрорайон, парк. Да у нас много чего интересного в принципе появилось. В рамках празднования знаменательного события властями и ответственными исполнителями запланирована масштабная культурная программа. В этом году праздничные мероприятия, посвященные Дню города, будут проходить с 10 по 16 июля. В насыщенной неделе празднования каждый ленчанин сможет найти для себя что-то по душе. Для спортсменов и любителей оргкомитет старается разработать единый план соревнований по различным видам спорта, чтобы у жителей было больше выбора по интересам и направлениям. Масштабные спортивные мероприятия к юбилею города, где все желающие могут принять участие там вплоть до семейных. То есть будут индивидуальные, начиная от детских и взрослых и кончая семейными мероприятиями спортивными. Праздновать горожане будут юбилей с большим размахом. Спортивные мероприятия для любителей спорта, игровые и развлекательные программы для детей и взрослых, а также торжественные концерты, молодежные квесты и всеми любимая вечерняя дискотека. Планируем провести торжественный концерт, потом фестиваль трудовых коллективов, вечерний концерт силами наших артистов города и района. И в завершении ведем сейчас переговоры с модной кавер-группой, которая выступает у нас в Москве и Московской области, чтобы они приехали и дали нам свой концерт. За 60 лет город Ленск очень изменился. Город пережил множество событий, хороших и плохих. Но, несмотря ни на что, он растет и стремительно развивается. Строятся школы, дома, мосты. Меняется инфраструктура, улучшается качество жизни горожан. Празднование юбилейных событий очень важно для ленчан. Анастасия Захария, Александр Ильчук, Ленск. Якутск открывает дачный сезон. Окружная администрация приглашает всех горожан на форум «Якутск купеческий». Это мероприятие включает выставку-ярмарку «Дача, огород, усадьба». На ярмарке можно познакомиться с современными технологиями ведения приусадебного хозяйства и новыми направлениями в сфере озеленения и благоустройства, а также удачно приобрести посадочный материал. Организаторы подготовили для посетителей большую культурно-развлекательную программу. Выставка-ярмарка продлится 3 дня с 26 по 28 мая. Форум «Ярмарка» будет приурочен ко Дню российского предпринимателя. Локации у нас будут, кроме площади Комсомольской, у нас мастер-классы обучения, консультации будут проводиться также на территории парка, городского парка отдыха. И планируется участие порядка 150 участников. И поэтому мы сегодня приглашаем всех жителей и гостей столицы посетить данное яркое и насыщенное мероприятие, к которому мы уже готовимся. И я думаю, что данное мероприятие пройдет на соответствующем уровне. Артисты Государственного концертного оркестра Якутии вернулись из Белгорода, где приняли участие во всероссийском музыкальном марафоне «Парад дирижеров». С участниками парада в Алдане встретился Руслан Павлов. Дирижер Государственного концертного оркестра Якутии Юлия Швецова за пультом Белгородского академического русского оркестра уже в 5-й раз. Но волнение все равно колоссальное. И не мудрено. На сцене именитые музыканты, за спиной полный зал, в котором кроме зрителей великие дирижеры и артисты. Всероссийский музыкальный марафон «Парад дирижеров» прошел в Белгороде в 6-й раз. Для меня это был уже 5-й парад, и, по сути, музыканты тоже стали родными. Когда мы были в сентябре в Кремлевском дворце, этот оркестр белгородский тоже принимал участие. Мы уже как хорошие друзья и обнимались, и обменивались какими-то впечатлениями об этом проекте. Поэтому для меня этот оркестр родной, и большая радость всегда встречи с ним. Контрабасист Роман Свидерский на параде дирижеров побывал впервые, поэтому эмоции от мероприятия и общения с коллегами еще не остыли.
Да, эмоции колоссальные. Первый раз такое мероприятие. Конечно, поначалу было немножко страшновато. Такие люди мирового масштаба. Я такой, откуда взялся, да, с Якутии. Приехал контрабасист. Ну ничего, взял себя в руки, все сыграл. Молодец. Мероприятия такого уровня – это не только опыт и общение, но и возможность присмотреть для своего коллектива профессиональных музыкантов. На одном из таких музыкальных фестивалей во Владивостоке Государственный концертный оркестр нашел себе так необходимого баяниста. Я сам из Владивостока, проводился конкурс «Музыкальный Владивосток». Один из артистов оркестра, Дмитрий Вячеславович, приезжал в качестве члена жюри и дал объявление. И вот так вот я приехал сюда. Сейчас Государственный концертный оркестр и его солисты готовят репертуар к проектам, которые пройдут уже в июне. Сюрпризы будут и на праздновании столетия города Алдана. Секретов не раскрывают, чтоб не сглазить, но очевидно одно, что слаженный музыкальный коллектив профессионалов всегда украшение любого мероприятия на любом уровне. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.